Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на 19 сентября, понедельник. Смотрим на колоде, называется «Цыганский пасьянс», все знаки зодиака. Овны первые. Овны. 19 сентября. Понедельник. События дня покажите мне для овнов. Понедельник, овны. Смотрим. Замок. Первое, что я увидела. Замочек показывает либо какую-то, скажем так, проблему, да, то есть что-то будет закрыто для вас, ну, нет прохода, невозможно получить то, что хотите. Или иногда замок — это еще открытие тайны, какой-то информации, которая была спрятана, закрыта. Исполнение желания. Ага, мог быть еще лебедь, но я первый цветок увидела. Если вы увидели лебедя, значит для вас проиграется верность. Если вы, как и я, увидели цветок, значит это исполнится желание. Змея. Змея — это завистливый человек. Свидание. Ну, еще как вариант свидания, да, с человеком, может быть, по году рождения змея, либо по профессии, связан с медициной. Так, и проверяем. Еще вот есть весы, колебания, выбор. Успех, лавровый венок. Успех в работе, в делах. Здесь нет, и здесь нет. Получается у вас, смотрите, замочек показывает, что, возможно, откроется какая-то информация, тайна, что-то, да, что было от вас спрятано, скрыто. Исполнится ваше желание, у вас будет приятная встреча, свидание, успехи в работе, в делах, общение с человеком-змеей. Тут уже сложно сказать, как проиграется, да, как то, что человек этот вредный, или это просто карта описывает этого человека. И выбор. Вы стоите перед выбором еще в этот день. Вот такая информация, овны, на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Тельцы. Смотрим. 19 сентября. Понедельник. События для тельцов. Покажите мне, что будет у тельцов. Угу. Так, у вас выпадает лебедь, это верность. Показывают, гармоничные отношения будут в паре. Ну, если пара, конечно, есть. Цыпленка нельзя. Обман может быть, маска. Общение с гостями. Поездка. Возможно, дорога в гости. Так,
Значит, ссора может быть. Метла. Еще метла иногда показывает наведение порядков. Удача. Удача, везение, подкола. Время. Проблема со временем. Возможно, вы будете спешить, торопиться. Ага, замок. Да, то есть, возможно, будет, допустим, там закрыт проезд, да, или перекрыта дорога, пробка. Да, то есть, из этого возникнет проблема. Череп. Ну, череп может показывать усталость. Да, то есть, последнее событие уже. Ну, просто событий много, скорее всего, да, к вечеру просто такое не очень хорошее самочувствие. Два сердца – это любовь. Причем, ну, можно было здесь положить, да, то есть рядом с выпала бы с верностью. Так, подарок. Подарок гостя. То есть подарок тоже можно было здесь сделать. Так. И конфликт. А конфликт тоже точно. Хотя конфликт тоже можно было здесь положить. Так, хорошо. Получается, что у вас очень, смотрите, событий. Сколько много? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 событий. Значит, в этот день у вас показывает все хорошо в личной жизни, потому что выпадает верность и любовь. У вас выпадает поездка в этот день, гости, подарок. Дальше ссора, которая может перерасти в конфликт. Не знаю уж с кем, да, то есть и, возможно, это из-за какого-то обмана будет. Вас кто-то может обмануть. Дальше вам будет сопутствовать удача. У вас будет какая-то проблема со временем из-за того, что возникнет проблема с замком, да, либо с проездом, с проходом. То есть тут вот, ну, что такое замок, да, это какая-то преграда, из-за нее опаздываете. И вечером, да, вот, возможно, плохое самочувствие, потому что, ну, столько событий, да, то есть тут решение проблемы, какой-то конфликт, поездка, да, то есть слишком много событий, поэтому, скорее всего, усталость. Так что, тельцы, да, вот такой у вас насыщенный понедельник получается. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. 19 сентября, понедельник. События для близнецов покажите мне. Череп. Не очень хорошее самочувствие, тема здоровья, тема больницы, посещение медучреждения. В общем, будете заниматься своим здоровьем в понедельник. Интимная связь выпадает еще, или кровать. Да, то есть кровать может быть, да, то есть не интимная связь, а просто желание полежать, да, то есть нет сил. Нет сил куда-то идти, да, то есть хочется остаться дома, да, и вот поваляться в кровати или на диване полежать. Так, успех нельзя. Приглашение. Возможно, вас куда-то позовут. Но тут, скорее всего, да, что из-за такого самочувствия вы не захотите идти. Конфликт может быть в этот день. Причем конфликт серьезный, видите? Мечи, да, то есть когда острый конфликт. Свидание. Приглашение на свидание.
нерешенный вопрос. Слезы нельзя. Ну, здесь я совпадение не увидела. Получается, у вас показывает, что вы себя можете плохо чувствовать в этот день или будете заниматься своим здоровьем. Может быть интимная связь, приглашение на свидание, да, и свидание состоится. И еще в этот день у вас может быть какой-то нерешенный вопрос или дело. Может быть, вы там что-то хотели, да, планировали сделать, но карта показывает, что не получается. Да, то есть цепь, да, цепь эту разорвать не получится. Возможно, вы уже не один раз пробовали этот вопрос решить, и никак он не решается. И ножницы, видите? То есть, если бы выпали ножницы, то тогда можно было, а они выпали вот... Не хватило, да, одной, скажем так, карточки, чтобы... То есть, буквально там вы уже в одном-двух шагах от решения этого вопроса. И конфликт. Возможно, конфликт как раз и будет связан с тем, что, да, вот этот вопрос не решается. Может быть, вы захотите уже силой его решить. Ну, это как вариант, я не знаю. Может быть, конечно, это событие проиграться отдельно, это отдельно. И так бывает. Благодарю за внимание, близнецы. И перехожу я дальше к ракам. Смотрим, раки. 19 сентября. Понедельник. События для раков. Обман. У вас выпадает первое событие — маска. Возможно, вас кто-то может обмануть в этот день. Да, будьте внимательны и осторожны. Дерево, приглашение. Причем рядышком с обманом выпало. Если вас куда-то приглашают, зовут, лучше перепроверяйте. И смотрите, выпадает тайная встреча, тайное свидание. Если вас зовут на какую-то тайную встречу, да, то показывает, что это... То есть вы, получается, кого-то будете обманывать, да, в тайне идете. Возможно, вы кого-то обманываете. Или еще как вариант, тайная встреча от вас. То есть в тайне от вас кто-то встречается и поэтому обманывает. Понимаете, тут ситуация двоякая такая. Череп. Череп — это болезнь, это плохое самочувствие. Возможно, вы себя будете после этого обмана, да, то есть чувствовать плохо. Змея. Змея, опять же, это может быть, допустим, человек, который ужалил, обидел, да, обманул, может проигрываться змеей. И также змея еще может быть, например, медработник. Если это тема медицины, да, больницы, то змея показывает медицинского сотрудника какого-то, врача, медсестру. Якорь. Якорь показывает завершение чего-то, точку, когда мы что-то заканчиваем. Или показывает еще, когда мы где-то бросаем якорь и долго проводим, да, вот в одном месте много времени. Цыплята. Дети, семейная жизнь. И успех. Хорошо как-то вот проведете время, результативно, успешно с детками или с семьей. И получается, видите, вторая половина дня якорь показывает. Якорь, то есть бросаем якорь где? Дома, в семье, да, то есть проводим время, да, вот с семьей. Так, здесь нет. Сейчас я еще проверю. Не проверила горизонтали.
Получается, у вас в этот день какой-то может быть обман, тайная встреча, плохое самочувствие, общение с человеком-змеей, приглашение куда-то и вечером фиксация. Проводите время с семьей, с детьми и проводите его достаточно успешно, да, и весело по лавровому венку. Возможно, будете играть, то есть часто лавровый венок показывает победы. Вы можете еще вот, да, быть победителем вечером. Так что вот такая информация. Тут вот с утра какая-то непонятная ситуация с обманом, с тайными встречами какими-то. Обратите на это внимание. Вас могут куда-то заманивать. Благодарю за внимание и перехожу к львам. Так, левушки смотрим. 19 сентября. Понедельник. События для львов. Покажите мне. События для львов. События, когда по косой сбивают меня, да, вот события, вот события. Приглашение. Куда-то вас могут позвать. Дальше, смотрите, цыпленок выпадает. Вы можете общаться в этот день с детками, проводить время. С младшими членами семьи еще может быть, если это не дети. Время. Будильник часто показывает, что мы куда-то опаздываем, спешим, торопимся, или наоборот, долго тянется время. Да, то есть, ну как-то вот мы обращаем внимание на время в этот день. Дорога. Возможно, у вас на определенное время дорога, да, то есть билет, автобус на какое-то определенное время. То есть вы будете постоянно смотреть на часы, ориентироваться, да, чтобы не пропустить. Или если вы едете в дороге, да, то есть постоянно смотрите на часы, чтобы успеть. Так, смотрим теперь горизонтали, вертикали. Деловое общение, еще есть бабочка. У вас очень много событий выпали по диагонали. Так, подкову нельзя. Тайная встреча. У вас какая-то тайная встреча, тайное свидание на определенное время. Поездка. Вас пригласят, да, на какую-то встречу. И вы туда будете ехать, будете прям спешить часы. Так и так. Больше не вижу. Значит, смотрите, что у вас выпало. У вас выпало деловое общение в этот день. С кем-то, да, будете обсуждать рабочие моменты, вопросы. Проведете время с детьми какое-то время. Дети могут быть не ваши. Да, то есть это могут быть братья, сестры, там, племянники, крестники, дети друзей даже. То есть может так прогреться, ученики как вариант. Дальше вы получите приглашение на какую-то встречу, возможно, тайную даже, на определенное время будильник. И поездка показывает, что вы точно едете на эту встречу. Дорога. Вот такая информация, лёшки. У вас в понедельник ждет какое-то тайное свидание. Благодарю за внимание и перехожу я к девам.
Смотрим, девы. Девятнадцатое сентября, понедельник. События дня для дев. Покажите мне, что будет у дев в понедельник. Гости выпадают у вас. Первое событие будут гости. День рождения еще у вас сейчас идут. Так что, девы, поздравляю, у кого выпадает на этот день. Показывает, что к вам придут гости. Скользкое дело, рыба. То есть какое-то может быть дело, в которое вас попытаются втянуть. Да, и тут часто обман рыба показывает. Ну или в вашем случае гости, да, иногда события проигрываются прямо в лоб. То есть рыба, возможно, будете готовить рыбу. Иногда, знаете, книга это книга, да, то есть ножницы это ножницы. События в лоб нам показывают, что будет. Ожидание. Ожидание гостей. Тайное свидание нельзя. Откроется какая-то тайна, какая-то информация. Возможно, информация о схеме, о скользком деле каком-то. То есть вас не получится вас обмануть, потому что откроется, да, вот эта вся, скажем, информация, которую пытались от вас спрятать, скрыть, чтобы вас обмануть. Вы об этом узнаете. Поэтому и не получится обмануть. Угу. Видите, подтверждает маска, обман. Кто-то будет пытаться что-то скрыть от вас, но замок говорит, не получится. Не получится. Победа. Ваш выигрыш, ваш результат, ваша победа. Отличное настроение, солнышко. Будете очень довольны вечером. Ну, возможно, будете довольны, что раскрыли этот обман, да, что вот эта тайна, которая пряталась, да, за этой маской, она стала, ну, явью, да, скажем так. И вы себя, возможно, почувствуете победителем, да, что вы смогли раскрыть эту схему, так сказать. Значит, корону нельзя. Дальше смотрим. Здесь нет, здесь нет. Деловая встреча. Для кого-то может деловая встреча какая-то закончиться результативно хорошо, да, то есть победой. Ну, здесь нет. Получается, у вас в этот день ожидание гости. Дальше обман, который открывается по замку, да, тайна, и скользкое дело не получается. То есть вы раскрываете эту схему, и вас обмануть не получается. Встреча, победа и отличное настроение вечером. Да, то есть тут гости, какой-то результат, и плюс еще не удалось вас обмануть. Да, то есть вы это очень счастливы от этого. Ну, а что не удалось? Потому что вы уже знаете, что вас могут обмануть, и будете очень осторожны. И поэтому, возможно, вам удастся избежать этой ситуации. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок будут во второй части. Ссылочку оставлю для вас под видео в описании. Нажимайте, переходите и встретимся во второй части.